о порядке привлечения к дисциплинарной ответственности работника. Порядок применения дисциплинарных взысканий детально регламентирован в статье 193 Трудового кодекса Российской Федерации. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Устные объяснения не принимаются. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объяснение работникам не предоставлено, то составляется соответствующий акт. Вместе с тем, непредоставление работникам объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения поступка. А по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее 2 лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 3 лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. Следует иметь в виду, что за каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Приказ распоряжения работодателя с применением дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 3 рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если же работник отказывается ознакомиться с указанным приказом, распоряжением под роспись, то составляется соответствующий акт. В нем указывается не только время составления ФИО и должность лица, составившего акт, но и лица, присутствовавшего при составлении акта. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. Об изменении порядка осуществления судебными приставами удержаний из заработной платы и иных доходов должников. 1 февраля 2022 года вступит в силу федеральный закон от 29 июня 2021 года номер 234 Федерального закона о внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон об исполнительном производстве, которым предусмотрены дополнительные гарантии сохранения имущественного положения граждан при обращении взыскания на их доходы в рамках исполнительных производств. Так, будет запрещено обращать взыскание на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства гражданина-должника для соответствующей социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. При этом данное ограничение размеров удержания не подлежит применению по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Таким образом, в случае, если доход после осуществления удержания в рамках исполнительных производств не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Коми и возбужденные в отношении гражданина исполнительные производства не входят в предусмотренной частью 3.1 статьи 99 Федерального закона от 2 октября 2007 года номер 229 Федерального закона об исполнительном производстве перечень с 1 февраля 2022 года, он вправе обратиться к судебному приставу-исполнителю с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в Республике Коми. В соответствии с требованиями частей 5.1, 5.2 статьи 69 Федерального закона от 2 октября 2007 года номер 229 Федерального закона вместе с таким заявлением нужно представить документы, подтверждающие наличие у гражданина ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода. Изменения в законодательстве об охране труда. Федеральным законом от 2 июля 2021 года номер 311 Федерального закона в раздел 10 «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения, уточняется его структура, определяются основы государственного управления охраны труда. Новым нормативным актом вводится понятие «опасность», формулируются основные принципы обеспечения безопасных условий труда, обозначены пределы компетенции правительства Российской Федерации, федеральных органов власти субъектов РФ касательно их участия в госуправлении охраны труда. Определены новые обязанности работодателя и работников в сфере охраны труда. Установлен запрет на работу в опасных условиях труда. Если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс, работодатель должен приостановить работу до устранения оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда. На время приостановления работ за работником сохраняется место работы, должность и средний заработок. Также работник может быть с его согласия переведен на другую работу с оплатой
оплаты труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. Урегулирован порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах. Закон вступает в силу 1 марта 2022 года.